В эфире новости спорта. Здравствуйте. Фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в одиночном катании на первом этапе Гран-при, который завершился в США. Россиянка набрала 227,76 балла. На вторую ступень пьедестала с отставанием в 11 баллов зашла американка Брэди Теннелл. Тройку лидеров замкнула россиянка Елизавета Туктамышева. Отмечу, что 15-летняя Щербакова стала первой в истории фигуристкой, исполнившей 2 четверных лутца в произвольной программе. Фигуристка является чемпионкой России. Также на ее счету победы на 2 этапах юниорского гран-при и европейского юношеского олимпийского фестиваля. Московский «Спартак» со счетом 3-2 выиграл у петербургского СКА в выездном матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе красно-белых 2 шайбы забросил Анатолий Никонцев. Его успех поддержал Мартин Шкарсумс, отличившийся 1 раз. У хозяев льда взятие ворот провели Ярослав Дыбленко и Сергей Плотников. В таблице западной конференции СКА идет на 2-й позиции, имея в активе 24 балла. Московский клуб занимает 7-е место, на его счету 21 очко. В следующем туре 22 октября СКА примет Нижнекамский нефтехимик, а «Спартак» в гостях встретится с хельсинским «Йокеритом». Андрей Рублев стал победителем турнира ВТБ «Кубок Кремля», который завершился в Москве. В финале российский теннисист обыграл француза Адриана Маннарино. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счетом 6-4, 6-0 в пользу 22-летнего россиянина. В рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает 31 место. Теперь на его счету 2 победы на турнирах ATP. Этот финал для него стал 4-м в карьере. Высшим же достижением россиянина на турнирах серии «Большого шлема» является выход в четвертьфинал открытого чемпионата США. Манчестер Юнайтед дома со счетом 1-1 сыграл в ничью с Ливерпулем в рамках матча 9-го тура чемпионата Англии по футболу. У хозяев поля забитым мячом отметился Маркус Решфорд. В составе мерсисайдцев точный удар нанес Адам Лаллана. Для Ливерпуля эта ничья стала первой в текущем сезоне. Во всех предыдущих 8 встречах подопечные Юрген Клоппа одерживали победы. Команда продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 25 очков. Манчестер Юнайтед занимает 13-е место, набрав 10 баллов. В следующем туре Ливерпуль на домашней арене встретится с Тоттенхэмом. Манчестер Юнайтед на выезде сыграет с Норвичем. Московский ЦСКА сыграл в ничью с Уфой в гостевом матче 13-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе армейцев результативным ударом отметился Ильзат Ахметов. У уфимцев гол забил Вячеслав Кротов. ЦСКА продлил беспроигрышную серию в матчах чемпионата России до 11 встреч. В турнирной таблице чемпионата московский клуб идет на 4-й позиции. На его счету 26 очков. Уфа занимает 8-е место, набрав 16 баллов. В следующем матче ЦСКА дома сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 30 октября. Уфа же 4 днями ранее на своем поле примет Тамбов. Якутский мини-футбольный клуб «Заря» одержал победу над дублем «Газпром Югры» из Югорска в гостевом матче 5-го тура Высшей лиги России. Встреча завершилась со счетом 5-3. В составе победителей дубль оформил Афанасий Федоров. По одному взятию ворот провели Яник Самплей, Илья Чекир и Адам Габибов. У хозяев площадки отличились Данил Тахтаров, Александр Черный и Степан Сафронов. В турнирной таблице чемпионата «Заря» занимает 8-ю строчку, набрав 7 очков в 5 матчах. Команда из Югорска идет 9-й, у нее 6 баллов. В 6-м туре якутские футболисты сыграют с липецким ЛКС. Дубль «Газпром Югры» встретится с московским КПРФ-2. Сразу 2 рекорда по прыжкам через нарты установили на турнире по северному многоборью памяти Виктора Ефимова. Соревнования завершились накануне в Якутске. Среди мужчин автором рекорда стал уроженец Среднеколымского Улуса Алексей Сазонов, прыгнувший через 860 нарт. У юношей рекордный показатель у Георгия Сафронова из Оймаконского Улуса. На его счету 900 нарт. Всего на турнире приняли участие 80 спортсменов из 15 улусов республики. Данные соревнования стали одним из этапов подготовки якутских спортсменов к чемпионату и первенству России, который в следующем году примет Якутск. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.